Всем привет, дорогие зрители! Я вас приветствую на своем канале. Как всем известно, что Россия открыла границу, то есть воздушную границу с странам СНГ. Сегодняшнее видео касается только мигрантов, которые приезжают на заработок. И Россия принимает мигранты с новыми правилами. В России планируют создать единую информационную платформу с учетом иностранных граждан. Профиль в новой системе позволит трудовым мигрантам получить госуслуги в электронном виде. Полагается, что единая платформа будет включать информацию о правовом статусе человека и его биометрические данные, сведения о месте жительства и работе, по возможности хранения цифрового профиля. Таким образом, мигранты смогут пользоваться необходимыми информациями, сервисами и электронном виде. В том числе получат рассылку в предстоящем окончании сроков действия разрешительных документов пребывания необходимости выезда за пределы России. После того, как необходимая платформа станет активной, иностранцы смогут заключать трудовые отношения с работодателем, подтверждать свое обучение, вносить обязательные налоговые и иные платежи, пользоваться удобными информационными сервисами по мере необходимости. По информации источника МВД, платформа входит в план мероприятий по реализации в 2020 и 2022 годах концепции государственной миграционной политики в Российской Федерации. Работы по созданию единой информационной структуры проводят Минцифры совместно с МВД. Отметим, ранее Российская Федерация сообщала, что МВД планирует через год представить для рассмотрения в Госдуму законопроект, предусматривающий цифровизацию всей миграционной системы в России. Кроме того, в 2021 в ведомстве заработает система, позволяющая в режиме реального времени обмениваться информацией между ведомствами, в том числе. Таким образом, можно будет проверять медицинские справки мигрантов, предоставленных в полицию для получения патента. А пока иностранные граждане, которые приезжают в Россию для работы, должны будут также зарегистрироваться в специально созданном электронном реестре. Она станет обязательным условием как для трудоустройства иностранцев, так и для работодателей. Дорогие зрители, наше видео подходит к концу. Что вы об этом думаете? Пишите обязательно в комментарии. Поставьте лайк. И до скорого времени.